Здравствуйте, уважаемые онлайн-посетители нашего краеведческого музея. Железную дорогу часто называют кровеносной системой экономики, так как от стабильного функционирования этой важнейшей отрасли экономики во многом зависит торгово-промышленное развитие не только от отдельного региона, но и всей страны в целом. В этом году исполняется 230-летие со дня начала строительства участка Московско-Казанской железной дороги, которая была проложена по всей территории Мордовского края в конце XIX века. Этому важнейшему событию и будет посвящена наша сегодняшняя встреча. Активное строительство железных дорог в России проходило в период с 1860 по 1890-е годы. Особенно широкий размах оно приобрело в конце XIX века. Быстро развивающийся железнодорожный транспорт отодвинул на второй план гужевые тракты, которые оказались не в состоянии конкурировать с новым, более мощным и скоростным средством перевозок. Экономический рост городов, пользовавшихся в основном гужевым транспортом и находившимся в значительном удалении от водных и железнодорожных путей, существенно замедлился. В число таких территорий вошли города и селения Мордовского края. Поэтому наличие железнодорожного полотна на территории Мордовии было просто необходимым, так как значительно бы оживило промышленность и торговлю и дало жителям более благоприятные жизненные условия. И в 1891 году появилась реальная возможность провести железную дорогу через территорию всего Мордовского края, когда был обнародован проект соединения железнодорожным путем Москвы с Казанью через Рязань. Строительство было поручено обществу Московско-Казанской железной дороги во главе с Николаем фон Мекком, сыном известного предпринимателя, железнодорожного деятеля, принадлежавшего старинному дворянскому роду фон Мек, Карлу фон Меку. В ходе планирования строительства дороги между обществом и Саранской городской думой, возглавляемой на тот период Матвеем Васильевичем Сыромятниковым, возник ряд проблемных вопросов, связанных с отчуждением части земель в пользу общества. Но после того, как все вопросы были урегулированы, летом 1891 года началась работа по прокладке железнодорожного полотна. Строительные работы, которые включали в себя расчистку территории, укладку и зарубку шпал, растаскивание рельсов и укладку пути, велись достаточно быстро и были завершены к осени 1893 года. А уже в середине декабря началось регулярное движение поездов. Всего за время строительства на территории Мордовского края было построено 20 железнодорожных станций, среди которых Саранск, Торбеево, Арапово, ныне это город Ковылкино, а станция Рузаевка вообще стала одним из самых крупных железнодорожных узлов на территории Поволжья. Так, в связи с открытием железнодорожного сообщения на станции Рузаевка в 1895 году был построен железнодорожный вокзал, архитектура которого исполнена в так называемом кирпичном стиле. Вокзал был построен по симметричному плану. Вестибюль с главным входом располагался посередине, а по бокам размещались павильоны для ожидания, служебные помещения и кассы. В комплекс железнодорожных зданий станции Рузаевка также вошли и разнообразные сооружения, необходимые для осуществления функционирования железной дороги, паровозные здания и депо, большие и малые мастерские, водоемные здания, сигнальные будки. Здание вокзала сохранилось и по сей день. Оно является одним из старейших памятников архитектуры Мордовии. Наш музей бережно хранит письменный прибор и переносную печку для отапливания вагона с вокзала железнодорожной станции Рузаевка. Так, высокотехнологичная и современная на тот период железная дорога дала новый толчок экономическому развитию всей Мордовии. А тема строительства Московско-Казанской железной дороги, которая была проложена по территории всего Мордовского края в конце XIX века, естественным образом нашла свое отражение в зале постоянной экспозиции нашего краеведческого музея.